Пускай история листает страницы легендарные свои, и память, через годы пролетая, ведет опять в походы и бои. Сегодня будет час воспоминаний, и в сердце тесно от высоких слов. Сегодня будет час напоминаний о подвигах и доблести отцов. Сотрудники ДОСАВ провели уроки мужества. Урок мужества – урок, данный нам для того, чтобы не повторились страшные события. Урок, который должен усвоить каждый. В памяти наших прадедов, дедов, в памяти солдат и офицеров, павших на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах, посвящается этот урок мужества. В марте 1927 года в Якутии был создан Центральный совет Общества содействия обороны, авиационному и химическому строительству ЯССР. Председателем был избран Максим Кириллович Амосов. Для чего мы вообще занимаемся военно-патриотической работой? Это что такое патриотика? Кто знает? Что такое патриотизм? Такое слово. Оно у нас существует очень много лет. Сколько существует государство, столько существует патриотизм. Это любовь к Отечеству, к своему городу, к своей улице, к своим родственникам, своим знакомым и близким. Вот это есть все воедино собранное, и тем мы отличаемся от многих людей, от многих государств, то, что у нас он всегда на высоте. Здесь вот этот зал боевой славы, здесь очень много школьников. Постоянно за неделю тут бывает, может быть, от 10 до 100, до 200 детей, школьников. И мы здесь рассказываем, что об истории, о таких наших героях. Они были и в Первую мировую войну. Сейчас вот в Хангаласском районе такие энтузиасты занялись историей Первой мировой войны. На сегодняшний день уже нашли 23 человека, которые воевали и имеют георгиевские кресты. Это высокая награда в те годы была. Они уже нашли около 400 человек. Это Хангаласский район, это раньше был Мегино-Хангаласский, Хангаласский, и у нас еще горный район был такой общий, большой. Занимаются там не только взрослые, но также и школьники. То есть государство, не имеющее истории, не имеющее бывшего, не может иметь будущего. Главнокомандующий кто вообще у нас в России, кто знает? Главнокомандующий. Это как бы в годы войны был Сталин. Это у нас Владимир Владимирович Путин. Вот он сказал, если кто не служил в армии, не отдал государству 1 год, тот недостоин продвижения по работе, по службе. То есть, если вы не отслужили, значит, вы не будете ни каким-то там начальником, ни ГРЭСа, ни ТЭЦа, не будете главой города Якутска, государства нашего, если не отслужили в армии. Так что это, мальчишки, вы должны готовиться, вы должны знать, что такое. Это честь и достоинство любого солдата отслужить в армии. Так что потихонечку должны готовиться к этому. У мужчин одно из самых главных событий в жизни – это служба в армии. Всегда это вспоминается. 20-я школа, да, у нас? Там у вас класс есть военно-патриотический, нет? Нет, да? Ну, надо понемножку организовать его. Это, знаете, это, во-первых, подготовка к армии, да? Это одно из основных. Второе – это дружба между собой. Это физическая подготовка, моральная подготовка. И вот те, кто занимается в военно-патриотических классах, они практически все 100% поступают в высшие учебные заведения после этого. Потому что есть сноровка, навыки. Если где-то случится какое-то несчастье с каким-то человеком, вот эти молодежь, эти детишки, они могут оказать помощь даже взрослым. Если где-то оказались в тяжелом положении, они могут выйти с этого положения, потому что там мы обучаем выживаемости в тяжелых климатических условиях. Это пригодится всегда по жизни. Потому что много случаев, знаете, как вот девочка с собачкой ушла, да? Ходила, долгое время выжила. Еще детишки так попадали в ситуации такие сложные. Но если они знали теорию, то они выживали. Поэтому вот в этих классах и проводятся всякие занятия. Не только там научить стрелять, это тоже необходимо в Якутии, потому что все охотники, в общем-то. Ну, а самое главное, чтобы умели общаться между собой и подтягиваются по учебе.
постоянно, вот кто начинает заниматься, это вроде бы занимается какой-то патриотической работой, а в конечном счете они подтягиваются по занятиям и по физике, и по математике, по всем предметам. Так что я не призываю, а советую, что в такие классы можно идти, и это будет только польза для жизни. Возрождены вот эти вот значки. Это меткий стрелок, юный стрелок и самый маленький стрелок, это 2019 год, выдается вместе с удостоверением меткий стрелок. То есть кто выполняет нормативы? Нормативы выполняются у нас здесь, в ДСАФе. Занятия проводятся на базе юноармейского класса 4 раза в неделю. Это если есть желание пострелять, посмотреть. Сейчас для самых малышей будем проводить соревнования по стрельбе, так сказать, с лазерного оружия. Крупной организацией военно-патриотического воспитания страны является ДОСААФ. ДОСААФ содержит множество оружия и также стрелковый клуб. И у них есть крупнокалиберные винтовки. Сегодня автомат Калашникова уже не просто самое массовое оружие во всем мире. Это легенда, национальная гордость России. Самый известный оружейный бренд не только в России, но и во всем мире. 10 ноября исполнилось ровно 100 лет со дня рождения всемирно известного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Великий конструктор, отец легендарного автомата АК-47. Легендарный оружейник Михаил Тимофеевич Калашников. Человек-эпоха, человек-воля, человек-победа. Конструктор неоднократно подчеркивал, что свой автомат он создавал не для нападения, а для защиты. Михаил Тимофеевич признавался, что гордится своим изобретением, при этом он говорил, что ему хочется видеть мир без кровопролитных войн. Выдающийся человек, он изобрел свой автомат в то время, когда попал в госпиталь по ранению. И вот такая как бы случайность сыграла такую большую, великую роль для всего, не только нашего государства, для мира. Весь мир воюет с этим автоматом Калашникова. Очень надежный, очень простой и замечательное оружие. Он объяснял успех своего автомата. Солдат собрал автомат для солдата. Я сам был рядовым и знаю тяжесть этой ноши. Он стрелял после того, как был в земле, в болоте, упал с высоты на твердую поверхность. Для солдата в походе самое главное – это простота и надежность автомата. Вода, грязь и земля этому автомату была нипочем. Винтовка Мосина, она с ней, вот, кстати, мы можем вернуться к нашим снайперам. Кто-нибудь видел вообще снайперскую винтовку и сам прицел? Не, да? Можете посмотреть, как с него можно попадать, как они попадали на 500 метров, на километр, на 1,5. Я до сих пор, я люблю стрельбу, я умею, я владею оружием, но мне очень тяжело понять, как с такого прицела можно было на 1,5 километра стрелять. А вот такие вот наши герои, якутяне, они это умели, это могли, это здоровка, это должно, она откуда-то изнутри, это дано природой было. А винтовку Мосина изобрел Мосин для того, чтобы купить себе жену. Вот такая тоже интересная история. То есть у него как понравилась девушка, но она была замужем, а когда они начали оговаривать, говорит, вот я люблю твою вот жену, и в конечном счете он говорит, давай покупай там за 20 тысяч рублей. И вот он для того, чтобы ее как бы сделать своей женой, он изобрел эту винтовку. Он получил за этот гонорар, выкупил ее. И на сегодняшний день ОМОН, знаете, что такое ОМОН? ОМОН, то есть это специальное подразделение. Здесь оно и в Якутии существует. И вот они, когда выезжали на выполнение боевых задач в Северо-Кавказский регион, они, наши снайпера, ходили именно с этой винтовкой. Со старой 1800-х годов. Потому что очень надежное оружие, снайперское. Ну, прицел уже не такой, конечно, более современный. Так что вот, если историю многих, много оружия взять, оно там довольно-таки интересно, так это получается-то.
Все оружие красивое почему-то, хотя оно назначено для уничтожения живой силы, уничтожения человека. Вот в армии идет уничтожение врага, да? Знаете, что такое, да? Кто-то наступает, кто-то кого-то побеждает. И там же все-таки жизни людей остаются. Но это не является убийством. Убийство – это противозаконное деяние, определенное уголовным законодательством. То есть это лишение свободы человека противоправно. А на войне это есть выполнение боевого задания, выполнение поставленных задач. И вот эти вот наши снайпера, вот, которые по 200, по 400 человек уничтоженных немцев, фашистов. Вы представляете, 400 человек, солдат и офицеров, поставить с автоматами, с оружием. И вот он один принес такую пользу для нашей армии. Таких у нас не один герой Советского Союза. Вот такой они принесли пользу. Хотя из дальних-дальних сел, из дальних поселков, из Якутии, мало там мы даже знали, что такое Якутия, где она находится. А вот один из наших таких вот героев приносил такую пользу к великой победе, к нашей. Федор Кузьмич Попов, наш знаменитый земляк, один из первых получивших звание Героя Советского Союза. Виртуозно владел всем стрелковым оружием, начиная от винтовки Мосина, пистолета-пулемета, Шпагина ППШ-41, заканчивая всем стрелковым оружием. Будем говорить, бои шли уже на Украине, форсировали Днепр. И его отделение одними из первых переправилось на тот берег, закрепилось и отразило 11 контратак. Небольшое количество бойцов закрепилось на берег, захватило. И чтобы их сбросить в реку, немцы бросили все. 11 контратак. Наши их отбили. И самое-то главное, что Федор Попов в этих боях захватили просто пулемет немецкий. И он отражал атаки этим немецким пулеметом. Получил тяжелые ранения. Остался верен своей присяге. 11 октября 1943 года был смертельно ранен и через 2 дня в госпитале скончался от полученных ран. Ребята, чем отличалась снайперская винтовка от обычной винтовки? У снайперской винтовки был затвор, видите, загнутый, чтоб не мешался. А у обычной винтовки он был прямой затвор. Винтовка калибра 7,62 на 54. В 1941 году был разработан для нее прицел. И вот все снайпера, легендарные снайпера, ходили с такой винтовкой. Пистолет «Наган» – это личное оружие. Я вам сказал, вот он. Разбирается также очень легко. Разборка производится только для чистки и смазки оружия. Заряд у них 7 патронов, запомните. Вот все. Полная разборка пистолета. Нет, крути. Все, теперь его в бок отводи. Вот эту. Это шомпол называется. Вот в бок отвел. Потом идет ось. Ось магазина. Все. И вот магазин. Увидел? Запомнил? Ну, собирай теперь. Винтовка Мосина. Она вообще как бы разбирается очень легко. Только затвор снимается, ребята. Все, вот он. Дальность 2 километра была. Вот. Прицельная дальность. Ну, никогда до 2 километров настоящий снайпер не стрелял. Самое оптимальное
Сколько можно стрелять? Дальность по компьютерам? 600-800 метров. Вот с оптикой. Потому что уже будет... Девочки молодцы, а? О, молодец. Собрала же. Она в кран и потом закрути. Все. Сколько снаряжения, патронов? 5. Молодец, 7 патронов запомнили. Калибр? 7,62. Вот это противотанковое ружье, дети. На базе его, да, сделали антиснайперскую винтовку. Вот представьте, сколько он весит, более 5 килограмм. Вот. Ваши прадедушки его таскали на протяжении всей войны. Это более 5 лет, да? Если считать с китайцами. Монголия, Ханкингол, если считать. Вот этим ружьем они в свое время уничтожали танки. Оно однозарядное. В затвор вставляется патрон и происходит выстрел. Второй боец ходил, носил с собой патроны. Снаряжение. Патроны были 22-го калибра. Это большой патрон. Они уничтожали танки. Мы посетили музей боевой славы при ДСАУ. Музей боевой славы, как филиал Якутского государственного объединенного истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского, был создан при распоряжении правительства Республики Саха-Якутия от 20 октября 2008 года при ДСАУ. В музее работает постоянная экспозиция «Якутия в годы Великой Отечественной войны», воздушные трассы Аляска-Сибирь и снайперское движение. Это вот дети тоже такие же, вот как вы, чуть-чуть постарше вас, ходили, собирали вот это все, экспозицию собрали дети по Якутии. Самолеты своим ходом Фербенца, вот он город на Аляске, Фербенц, доставлялись своим ходом, долетали до Красноярска. До Красноярска долетали и уже оттуда на фронт шли. И вот здесь, когда перелет был, да, зимой, зимнее время, охлаждающих жидкостей не было. Вот сейчас все на машинах охлаждающие жидкости там заливают, специальное топливо, чтобы не замерзало, зимняя соляра даже есть. А в то время никогда ничего не было такого. Вот они перелетали, и вот неопытные там пилоты, может быть, да. Навигационных приборов даже не было. Вот. Какая высота, как у нас же тоже, вот Верхоянские хребты очень высокие. Они не могли определить, какая высота. Вот. И поэтому туман встанет, все уже не видно. Сопку не видно, гор не видно. Вот они падали. Вот останки самолетов, да, вот они при падении. Вот это останки вот при падении такие вот находили. Вот пулемет сзади. Вот он, видите, как он упал. Какой язык изучаете в школе? Японский, русский, английский. Вот, иди сюда, прочитай. Тут что написано? В каких заводах они производились? Почитай-ка. Штат. Ну, штат какой? 17.00. Нет, штат, вон написано. Внизу Калифорния, потом. Еще что там написано? Индиана. Еще как. Ну, вот. Это вот инструкции были, да? Самолет-то, инструкции самолетов на английском языке. Ну, они были при падении. Вот.
вот где останки самолета находим, да, делаем, устанавливаем памятники. Здесь посмотрите, вот легендарный автомат ППШ. Вот я рассказывал же, да, у них был пистолет, пулемет Шпагина называется. Почему пистолет? Потому что у него пистолетный патрон. Да, вот видите, вот здесь стоял пистолетный патрон. Я же сказал, потом Калашников изобрел промежуточный патрон. Во время войны вот такие же дети, да, 14-15 лет, вот они делали на заводах, производили оружие, боеприпасы. Особый восторг у юношей привлекла экспозиция, в которой было представлено военное оружие, пистолеты, винтовки, в том числе и снайперское, автоматы и реальные пулеметы, где еще есть возможность потрогать руками настоящий пулемет «Максим». Уникальность этого музея в том, что экспонаты собирают, восстанавливают работники музея сами. Переступив порог, мы оказались в другой эпохе, где нас окружало множество интересных вещей, но в то же время незнакомых. Мы рассмотрели фотопортреты героев, ордена, медали и даже посуды, из которых ели солдаты. Было интересно увидеть различные виды гранат, оружия, с помощью которых сражались наши бойцы. Да, война унесла жизни наших дедов. У старшего поколения, отцов, братьев и сестер, иногда стираются, иногда события из памяти народной, становятся достоянием архивов. Но есть такие события, которые с каждым годом не уменьшаются, а наоборот поднимают значимость десятилетиями. Их называют бессмертными. К таким событиям относится победа нашего народа в Великой Отечественной войне. 75 лет, которую мы будем отмечать 9 мая 2020 года. И вот, конечно, было бы пожелание школьникам найти в своем районе ветерана войны, либо ветерана тыла, и как-то взять шефство. Было бы очень приятно там бабушке или дедушке, чтобы пришли, там помогли, там где-то окна помыли, пол помыли, что-нибудь поговорили, побеседовали. Подумайте об этом и со своими учителями и преподавателями. Это будет несложно, это будет очень приятно для пожилого человека, а вам будет достойно. Не забывать, что у нас есть государство, у нас есть Россия, у нас есть свои поселки, родственники, которых необходимо что делать? Защищать. Хорошо? Это вы должны знать это с детства. Героями никто не рождается, героями никто не учит. Просто это идет от воспитания, с детских лет, от родителей, со школы, от преподавателей, учителей. У нас очень много детей награждены за спасение утопающих, за спасение на пожаре. То есть детишек никто этому вроде бы не учил, но, значит, в этом что-то есть, в этом что-то было. Поэтому вы такие же достойные, как и молодежь 30-х годов, 40-х годов. Ну вот и желаю вам, чтобы вы были достойны представители Якутии везде, где бы ни были. В школе, на учебе, в командировке, в отпуске, хоть где.